Всем привет, Пенигин Александр Дмитриевич. Мы победили на конкурсе бизнес-идей, и сегодня я хочу вам, рассказать, хочу вам показать ProfHack, то, что мы делаем. Как мы работаем? Сначала клиент связывается с нами, затем он говорит, что ему именно нужно. Например, я хочу брелок такого-то размера, такой-то формы, чтобы там был такой-то логотип, такой-то рисунок. Мы это делаем, рисуем в программе специальной 3D-моделирования, отправляем ему. Он говорит, что подправить, что подкорректировать, что как сделать. Может быть, он передумает и захочет что-то другое сделать. В таком случае мы переделаем ее до тех пор, пока он не одобрит 3D-модель. Затем, после того, как 3D-модель прошла проверку, так сказать, клиент ее одобрил, мы начинаем делать прототип из пластика, на 3D принтере. Просто распечатываем его во всех масштабах, пропорциях и отправляем заказчику. Либо по фотографиям, либо вживую, если здесь в Якутске или рядом, можно по почте. Если он это одобряет, то мы уже приступаем к самому проекту. На все это примерно уходит около недели. Зависит от того, как долго будет идти процесс одобрения и в целом общение, так сказать, с клиентом. А если же заказчик предоставит нам уже готовую модель, на это уйдет примерно где-то полнедели, 3-4 дня. Сейчас я вам продемонстрирую, из чего же состоит наш аксессуар. Это чип AirFit. На него можно, благодаря специальной такой штуке, называется программатор, перекинуть любую информацию. Он может быть пропуском или каким-нибудь идентификатором. Например, тот же домофон. С помощью программы можно вшить сюда любую информацию и использовать его как пропуск. Но просто чип — это как-то не особо интересно, поэтому мы делаем вот такие вот изделия. Это уже AirFit аксессуар. С чего же он состоит? Он состоит из этого самого чипа, он встроен внутрь и сверху залит эпоксидным клеем. Это обеспечивает проходимость передачи информации, и можно производить идентификацию бесконтактным путем. То есть не обязательно прикладывать как домофонный ключ полностью, а делать это дистанционно, даже не прикасаясь к объекту на расстоянии примерно около 3 сантиметров. В период пандемии это, как мне кажется, вполне себе актуально, потому что все мы стараемся сократить контакты к чему-либо, к минимуму. Как же мы собираемся продвигать эту идею? Пока что идея остается идеей. Мы еще не занялись массовым производством, на это нету времени, учеба, сами понимаете. Но примерно после окончания этого учебного года, где-то ближе к лету, к осени, мы займемся распространением нашей продукции. Участвуйте в марафоне бизнес-идей, это дает толчок к развитию. Как видите, мы даже успели продать несколько прототипов во время опроса. Это очень хорошо и удобно.